В эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшала. И с вами сегодня я, Эсма Гуланзе. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске набережная благоустраивается, а туристы прибывают. В этом году немало отдыхающих и в городе Очимчира. 26 лет спасая детские жизни. История нейрохирурга Сослана Медоева. В Абхазии находится на отдыхе один из лучших детских нейрохирургов Москвы Сослан Медоев. За плечами врача тысячи сложнейших операций и сотни благодарных пациентов, получивших шанс на здоровое будущее. Сослан Батразович работает заведующим нейрохирургического отделения Московской детской городской клинической больницы имени Башляевой, в которой много лет назад не смогли спасти жизнь его 13-летней сестры. А сегодня он спасает тысячи жизней. О чудесном докторе расскажет Сарек Варацхелия. У каждого человека своя история, свой путь и судьба, решения которой стали главными в выборе профессии. Сослан, или как его называют родные Сосо, врач от Бога. Он детский нейрохирург, ежедневно имея дело с тончайшей структурой человеческого тела, мозгом и нервной системой. И что наиболее ценно, его пациенты – дети. Любовь к медицине Сослану привела мама. Она и сама мечтала быть врачом, но стала инженером-металлургом. Зато дети ее стали все врачами. Моя сестра старшая, она врач-кардиолог. Я стал врачом. Я на самом деле всегда хотел быть журналистом. Мне давались хорошо иностранные языки в школе. И я хотел, надеялся и мечтал о том, что я буду журналистом. Но у нас мама очень волевая, она очень энергетичная, она настолько смогла в нас внедрить эту идею о врачевании, что, наверное, где-то класса с 7-го, с 8-го я захотел стать врачом. И мне мои сверстники все рассказывают постоянно, что я всю школу мечтал о том, что я буду врачом, хотя я, честно говоря, об этом не помню. И с 8-го класса я поступил на курсы медицинских сестер, работал в течение 3 лет в больнице медицинской сестрой, я работал в реанимации Центральной клинической больницы во Владикавказе. И благодаря во многом этому я получил 2-летний стаж до поступления в институт. И в институт я уже поступал с определенным специализированным медицинским стажем, который мне дал преимущество во время экзаменов. И это преимущество мне во многом помогло поступить в мединститут. В мединститут было очень тяжело поступить, и потом уже в институте уже складывалось все в сторону педиатрии, я стал врачом-педиатром. Как педиатр стал детским нейрохирургом. По словам Сослана, это не случайно. Уже к концу учебы в институте он хотел быть врачом-неонатологом. Ему нравилось наблюдать за работой всех систем организма новорожденного, вовремя выявлять патологии, которые требуют немедленного лечения, и в целом помогать новой жизни самостоятельно включиться. И вот, когда пришло время определяться с выбором специализации, появилось вакантное место в детской нейрохирургии и в ординатуре в Московском институте усовершенствований врачей. В этом отделении, в котором я проходил ординатуру, в том отделении, в котором я сейчас работаю уже в течение 26 лет и возглавляю это отделение вот волею судьбы оказалось связано с нашей семьей. У нас в семье была такая трагедия. Именно в этом отделении лечилась моя младшая сестра. Да, я потерял младшую сестру из-за рака мозга. Вот такая у нас была история семейная. Вот так складываются судьбы, так встают звезды, что вот каким-то чудесным образом я оказался именно там, где началась наша вот такая трагическая история нашей семьи. И я вот всю свою жизнь, по сути, получается, посвятил нейрохирургии именно этому отделению. Уже 26 лет врач высшей категории Сослан Батразович Медоев лечит детей в больнице, где не смогли спасти жизнь его 13-летней сестры. Мы немало слышали о трудностях работы хирурга. Огромная ответственность без права на ошибку. Ведь какое благородное призвание спасать жизни детей. И как награда здоровые, счастливые люди, которые могут наслаждаться жизнью. Пока идешь в операционную,
Ну, скажу про себя. Я думаю, Господи, зачем я пошел в нейрохирург? Для чего я стал нейрохирургом? Для чего мне это нужно было до того момента, пока не намылся и не зашел в операционную? Вот как только ты зашел в операционную, ты подошел к операционному столу, все страхи выключаются, все отключается, и ты становишься другим человеком. Ты начинаешь мыслить по-другому, у тебя начинается рациональное мышление, рациональное действие. Ты начинаешь думать совершенно иначе. Ты начинаешь думать только о результате. После того, как ты закончил операцию, думаешь только об одном. Слава тебе, Господи, что это все завершилось и все закончилось благополучно. Но на самом деле еще после этого предстоит огромный путь восстановления. Как ребенок проснется после наркоза, как он будет восстанавливаться в первые часы после операции, как скажется оперативное вмешательство на функциях мозга, появятся ли какие-то нарушения после операции, функциональные. У ребенка это наиболее ответственные моменты, и очень сильно переживаешь, конечно, не только за ребенка, но в большой степени, а иногда и в большей степени переживаешь за маму и за папу ребенка, которые, наверное, страдают больше всего в этой ситуации. Сослан Медоев, заведующий отделением нейрохирургии Московской детской городской клинической больницы имени Башляевой, кандидат медицинских наук. На многочисленных сайтах в интернете можно прочитать слова благодарности родственников маленьких пациентов, когда-то оказавшихся в надежных и добрых руках Сослана Батразовича. Сослан Медоев – православный христианин. Он верит, что во время операции рядом с ним Бог, который ведет его. Я крайне верующий человек. Это бывает часто странно слышать моим пациентам. Они этому удивляются, что я настолько верующий. Но я верю в Бога, и я верю в то, что не я руковожу этим процессом, не я руковожу тем, что я делаю. Я руковожу только с помощью Всевышнего. Я знаю, что кто-то за этим всем стоит, кто помогает, потому что можно 10 операций сделать одинаковых совершенно технически, и в 10 случаях будут разные результаты. От чего это зависит? Как это все сопрягается с материализмом чистой воды врачебным, я не могу объяснить. Я, конечно, верю в то, что в очень большой степени мы ходим все под Богом и зависим от Бога. И уж тем более в такой сложной специальности, как нейрохирургия, на волю случая относить вот массу совершенно каких-то чудесных, невероятных происшествий сложно, а их, поверьте, бывает очень много в нашей работе. Сослан признался, что не раз хотел уйти из медицины, когда становилось тяжело, когда трудно бывало выйти из операционной. В такие периоды в его жизни происходили мистические события, заставившие его снова вернуться. 2 момента, когда я уже совершенно определенно решил уйти из медицины, и в каждый из этих моментов я получал достаточно серьезные проблемы в своей семье, со здоровьем своих родных и близких. И я четко знал при этом, откуда прилетают эти проблемы. Я сразу же поворачивал в обратную сторону и бежал. И в последний раз, когда я получил хорошую оплеуху, как я думаю, сверху, я уже буквально бежал бегом в обратную сторону с одним желанием продолжать работать, и чтобы мне Господь дал возможность помогать людям. Это на самом деле, наверное, на сегодняшний день уже прошло много времени, я считаю, 25-26 лет, наверное, большой срок, когда можно какие-то хотя бы предварительные промежуточные выводы сделать. Я, наверное, могу сказать, что это большое счастье иметь возможность помогать людям. В 2010 году в московскую больницу попал 5-месячный Луман Свижба. У малыша была гидроцефалия головного мозга, киста на мозжечке. Стоял вопрос жизни и смерти. Сослан Медоев сделал сложнейшую операцию головы с трепанацией черепа. С тех самых пор Сослан Батразович ведет Лумана, оказывает своевременную медицинскую помощь. Луман сегодня бодренький, здоровый, в этом году перешел в 5 класс с хорошей успеваемостью. Когда мы полетели в Москву, мы пошли в больницу. И когда мы прибыли, я встретил Сослана Батразовича. Я его по сей день люблю очень сильно. Он меня называет Митун Чахраборти. Это индийский актер.
и еще Луми. Это потому что у меня волосы. Я очень не хотел, чтобы меня стригли на лысо. Но меня постригли. И я был очень этим недоволен, но потом смирился. И для Елисея Лейба Сослан Медоев стал ангелом-хранителем. Малыш в 6 месяцев перенес сложнейшую операцию головного мозга. Сегодня ему 8, и чувствует он себя хорошо. Скажи мне, ты мультики любишь смотреть? 3 кота. 3 кота любишь, да? Твой Да. любимый мультик? Да. Маму как зовут, папу как зовут, расскажи. Чанду. Маму? Тамара. Тамар. Маму или папу кого больше любишь? Маму. По словам родителей Елисея, они по сей день поддерживают связь с Сосланом Батразовичем и во многом ему благодарны. Диагноз гидроцефалия, в простонародье это называется водянка. Нам Сослан Батразович, нам его порекомендовали, и после звонка мы к нему выехали. Очень хорошо нас принял, очень душевный человек. Наша семья считает его нашим ангелом-хранителем. Если бы не он, я бы не знаю, что было бы с нами. Десятки абхазских детей, которые были между жизнью и смертью, спасены Сосланом Медоевым. А к самой Абхазии у него особая любовь на протяжении 20 лет. Почти каждое лето он приезжает сюда отдыхать с семьей. У них здесь свой дом, свои воспоминания. За чашечкой чая мы пообщались с мамой Сослана Инессой Медоевой. Мои чувства по отношению к нему очень трогательные, конечно. У меня, когда про него что-то говорят, когда про него показывают, даже по телевизору его часто показывают, и когда я это смотрю, у меня катятся слезы радости, слезы гордости. Сослан, он родился в Южной Осетии, и Южная Осетия – это в Джаве, это такой уголок, от Бога райский уголок. И Бог, видимо, его наградил. Не просто такой дар дается. Это дар ему, видимо, от Бога. То, что я хотела, это все слова. Да, конечно, я тоже прикладывала, но это дано сверху. И мы испытываем здесь, в Абхазии, такие же чувства, как будто мы бываем у себя на родине. Честное слово, это я от души вам скажу. Супруга Сослана Екатерина работает на осетинском телевидении визажистом. Она долго не соглашалась на интервью, ссылаясь на то, что не принято говорить о муже. За столько лет, конечно, я уже научилась дифференцировать его состояние. Вот, он очень, у него всегда вообще такое удивительное качество есть. Он всегда очень ровный. У него ровно хорошее настроение. Вот, без всяких... Ну, иногда у него становится очень грустный взгляд. Иногда бывают такие состояния, когда он прям вот даже не грустный взгляд, а у него бывает такое лицо, как будто бы, ну, какая-то безысходность, что ли, вот что-то такое. Вот. Это вот бывает... Я знаю, это уже момент такой, что у него тяжелый ребенок лежит, может быть, который там борется за свою жизнь. Вот. И, ну, слава Богу, слава тебе, Господи, все нормально. У нас за столько лет все. Вот. Никто... Не было ужасных случаев. В ходе беседы она рассказала про случай с тяжелым ребенком. У Сослана был выходной, и они вместе были за городом. Зазвонил телефон. Плачущий голос молодой девушки просил о помощи. Екатерина с супругом направились в больницу. По приезду Сослан начал осматривать ребенка, а Екатерина осталась молиться в коридоре с мамой малыша. В этот момент просто побывала рядом с людьми, которые очень переживают за своего ребенка. Я увидела, что происходит с этими людьми. Конечно, прикоснулась к этому. Мне ребенок этот стал тоже не безразличен в этот момент. Отец даже, парень молодой, он даже привел священника. Ребенок был не крещенный, и он его хотел покрестить. Ну, как бы в этот момент это было, конечно, невозможно сделать, потому что ребенок был в тяжелом состоянии. Вот. Но потом уже впоследствии, когда все обошлось, слава тебе, Господи, значит, он даже к Сослану подошел с просьбой, с предложением, чтобы он крестил его ребенка.
Вот. Но Суслан на тот момент он поблагодарил, но отказался, потому что он говорит, все-таки крестный отец должен быть все время рядом с ребенком. Сослан Медоев помогал пострадавшим при различных стихийных бедствиях, террористических актах, захвате школы в Беслане. Он всегда рядом, когда нужна помощь. Сослану Бог не дал своих детей, но все спасенные им дети стали для него родными. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Госкомитет по делам молодежи и спорту определил победителя фотоконкурса «Символ гордости», объявленного ко Дню флага Абхазии. Им оказался Давид Сужба. Победитель был определен путем жеребьевки. Одно из самых крупных и ожидаемых культурных событий в Абхазии, фестиваль Хиблагерзмава приглашает, отменен. Запланированные на август концерты не состоятся в связи с эпидситуацией в республике. Однако, как сообщила на своей странице в Facebook организатор фестиваля сама Хиблагерзмава, возможно, абхазская часть фестиваля пройдет в октябре этого года. В связи с эпидситуацией в стране отменяется и запланированный на 10 августа концерт популярных исполнителей из Северного Кавказа. Организаторы концерта обещали снять афиши, которые уже расклеены по городу. Этим летом немало туристов выбрали местом отдыха города Чимчиру. В основном их привлекает воздух, море, свободные пляжи, тихий отдых и, конечно же, достопримечательности района. Какие позитивные изменения сегодня происходят в Очимчире, расскажем в следующем репортаже. Кто же не знает, что Очимчира – город мира? В этом еще раз убеждаешься, прогуливаясь по Очимчирской набережной и общаясь с доброжелательными жителями. Нашу съемочную группу сопровождает Рауль Хибба, дядя Рауль, как его здесь все называют. Коренной очимчирец и просто неравнодушный горожанин, всей душой болеющий за родной край. Коренные жители. Хотим, чтобы у нас было красиво, чтобы не хуже было других городов в Абхазии. Чем больше курортной зоны будет на территории Абхазии, тем более, что люди будут приезжать. Некоторые, которые приезжали раньше, они уже потихоньку друг друга не созванивают со своими знакомыми, друзьями, товарищами в России. Вот на это у них, понимаете, телефонными разговорами они сами еще завлекают сюда своих знакомых, друзей, товарищей. И кто приезжает, ни один человек не сказал, что плохо. Наоборот, уделяется пляж чистый, море, значит, как обычно бывает у нас, значит, чистое, прекрасно. Хочется побольше сделать, но я думаю, что у нас будущее впереди, и Очимчире с каждым годом все будет лучше и лучше. Таких неравнодушных жителей в Очимчире много. Совместными усилиями местной администрации и горожан на набережной уже восстановлен маленький фонтан, высажены цветочные клумбы, отремонтированы бордюры. Берег хорошеет буквально на глазах. А в этом месте будет стоять красивый ансамбль, дизайнерская лавочка с большим зонтом. Кроме того, месяц назад очимчирская администрация инициировала благотворительную акцию – сбор средств на новые лавочки. Первый взнос сделал глава города Беслан Бигвава. Вслед за ним откликнулись и другие. Парковые лавочки, люди откликнулись. На сегодняшний момент собрали уже 750 тысяч. По последним данным, я не знаю, были еще поступления, нет, это на вчерашний день информация была. То есть нам достаточно для того, чтобы уже приобрести лавочки. Если будут какие-то еще поступления, то я уже буду перенаправлять эти деньги. Цветочники хочу сделать, красивые нормальные цветочники, тоже эти же мастера, и вдоль дорог поставить. Вообще в процессе хочу здесь создать такую тему, чтобы это была мекка спорта. Вот именно спортсменов сюда затаскивают, больших, организовывают какие-то поединки боксерского турнира, там борцовских. Топ ведущих — это борьба, бокс, единоборство всякие. И потому что спортсменам очень нравится здесь. Опять же, из-за того, что климат подходящий,
берег такой, он полупустой, чтобы заниматься спортом. Невооруженным глазом видно, этим летом туристов в Очимчире много. Город идеален для любителей спокойного отдыха, семей с детьми, для тех, кто устал от суеты большого города. Конечно, здесь мало стандартных курортных развлечений – кафе, ресторанов, аттракционов и аквапарков. Зато есть самое главное – море, воздух и тишина. Мы уже почти 2 недели отдыхаем. Красота, прелесть, прекрасное море. Погода, все отлично. А Хачапури вообще супер. Дня 3 у нас осталось. Да, 3 дня. Все, хотим на море сходить еще искупаться, если погода позволит. А еще приедете? Друзьям будете рекомендовать? Ну, конечно, ну мы да. Расскажем, конечно, о этом месте. Если хотят такой именно отдых, спокойный, тогда да. Даже в самый разгар лета на пляжах Очимчирского района нет большого скопления купающихся, а морская вода остается чистой и прозрачной. Шикарный город, люди. Приезжайте сюда. Не жалейте денег, не верьте тому, что говорят, это братья, сестры, это все наше родное. Все хорошо. Они с нами наравне. Кроме того, Очимчирский район привлекает гостей экологически чистыми продуктами и историко-археологическими объектами. Здесь туристы могут открыть для себя архитектуру разных эпох. Мы ездим по разным городам Абхазии, и вот ездили во все предыдущие, которые находятся от Псоу до Нового Афона. Но один из таксистов нам сказал, что мы должны обязательно посмотреть города, которые находятся по другую сторону. И первым мы выбрали Очимчиру, и вот сейчас прямо мы смотрим в телефон и пытаемся понять, что мы будем здесь смотреть. Мы заметили, что на карте достопримечательности очень много мест отмечено как руины, и, вероятно, мы встретим эти руины, то есть хотелось бы, чтобы их восстанавливали, потому что заметно, что очень много мест, которые потенциально красивые, сейчас находятся в немножко запустелом состоянии. Туристическая сфера в городе только начинает развиваться. Ее главная особенность – недорогой отдых. Снять жилье можно в частном секторе или гостинице. Условия отвечают всем стандартам. У нас самый большой проект – это то, что касается Тамыша. Там порядка 550 человек уже находится, отдыхающих. Местные гостиницы, которые у нас есть, они тоже заполнены. Насколько мне приходит информация, но они небольшие гостиницы. Вот. Отдыхающий наплыв вроде разрастает, динамика такая хорошая, но, как известно, не хватает у нас досуга, развлечений для туристов. В основном к нам приезжают люди семейного типа, которые хотят больше спокойствия, они бесшумного места, пляжи у нас пока, оно вроде бы и хорошо для тех, кто приезжает, что есть место, где отдохнут людям, не на головах сидят. Но для нас-то хочется, конечно, чтобы больше этого было, чтобы местным производителям, которые там занимаются в области торговли, кафе, чтобы у них был наплыв, как бы больше, чтобы заработали люди побольше денег. По словам Беслана Бигвава, прибывающий поток туристов не сказывается на эпидобстановке в районе, которая пока остается контролируемой. Пика мы еще не достигли, но нарастание идет, но маленькое. Пик может быть, никто не может нам когда сказать, может в августе он будет, может в сентябре. Но не думаю, что связано это с наплывом туристов, потому что если она есть, эта болезнь, она есть. Ты хоть уже закрывай границу, не закрывай, запрещай туристам выходить, она уже внутри нас. Болеют же не туристы, болеем и мы. А у нас до сих пор люди такого рода, что хотят проводить какие-то мероприятия, юбилеи, дни рождения, столы организовывать, предсвадебные. Надо останавливаться. Абжуйская Абхазия – место необычное, созданное для особого отдыха. В нем есть своя изюминка, которая с каждым годом привлекает все больше гостей. Ведь город Очимчира – лучший город мира. Эсма Голанзе, Арина Агухава, Абхазское телевидение. Информационный выпуск Сапшала завершает свою работу. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.